Сегодня вот когда Худя выходил на прогулку, Худя говорит, обратился к дежурным и говорит, вы, говорит, намерение делаете, говорит, ради Аллаха проводить это дежурство. Это не первый случай, постоянно, многие из вас тоже, наверное, слышали, Худя это всегда говорит, вы намерение делаете, когда из дома выходите на дежурство, ради Аллаха, чтобы дежурство провести, чтобы ибадат сделать ради Аллаха. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم يا عليه وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мы говорим о благах Аллаха, которые Он нам предоставил без нашего достоинства этому. Мы, хотя недостойны, но Аллах Та'ала нас наделил разными благами, и самый лучший и высокий из них является это благо ислама. То, что мы родились мусульманами. Среди этих миллиардов людей, которые во всем мире живут, вот мы оказались в числе мусульман, и это не наше с вами достижение, не нашими стараниями мы его приобрели. Это чистая милость Аллаха Та'ала, которым Он нас наделил. Второй немат от Адама, алейхиссалям, до нашего Мухаммада пророка были очень много пророков и посланников. И самый дорогой, и самый наилучший из них это наш пророк Мухаммад, алейхиссалям. И Всевышний Аллах нас сделал из числа умми Мухаммада. Не из умми других пророков, а из умми Мухаммада, алейхиссалям. И о нашем достоинстве Аллах Та'ала говорит, бисмиллахир-рахманир-рахим, «Кунтум хайра умматин ухриджат лин-нас, та'муруна биль-ма'руфи ва танхауна аниль-мункар». Вы являетесь лучшим из умматов, которые были на этом свете, которые повелевают друг другу добром и остерегают от плохого. Вот такие качества у нас. Это второй немат. Тоже мы своими стараниями это получили, а именно чистая милость Аллаха Та'ала к нам. Далее Аллах Та'ала из этих миллиардов мусульман, более миллиарда, 1,5 миллиарда мусульман, нас сделал людьми, которые нашли путеводителя к очищению сердца от его недостатков, тарикат. И это тоже является ни'матом, которым Аллах нас наделил. Очень много людей этого не находят, даже если их глазами не видят, но мы стали людьми, которые Аллах это показал, которые это могли, но не могли, Аллах нам дал поступить на этот путь и в какой-то мере стараться очищать свои души. И четвертый ни'мат именно касательно тех, которые здесь находятся, которые мы называем дежурными или там кем угодно. Это люди, которые находят время прийти к своему устазу и оказать здесь какую-то поддержку. Из числа многих тысяч муридов не все получили такое благо, дорогие братья. Именно вы получили. Поэтому, зная, что вот эти все блага, которые Аллах Та'ала нам дает, это чисто от его милосердия к нам, от его рахмата. Мы должны быть благодарны ему. И благодарность бывает не только на наших устах, но и в сердце, и на деле. На сердце это признание, что это не наше достижение, это нимат Аллаху Та'ала. Он нас таким делал, это Он нас там такое дал. Вот, признать сердцем, что это нимат Аллаху Та'ала. И благодарить Его за это сердце. Естественно, делами. Касательно вас, этот нимат, этому нимату благодарность должна проявляться таким образом, что вы должны видеть в этом не то, что вы шейху, устаду что-то делаете. Наоборот, вы должны в этом видеть, что вы должны устазу в этом. Вы должны, мы должны. Ну, не было бы у вас, были бы другие. Получили бы они это благо, но вы получили. Поэтому то, что устаз вас принял, дал возможность здесь находиться, это тоже нимат, который вы должны благодарить и видеть в этом, вот именно, что у вас перед устазом был, а не он перед вами должен. А ребят, это, конечно же, это путь любви, это путь искренности. И вот это благо, о котором мы говорим, не все его получают. Последнее благо, о котором мы говорим, нахождение рядом с устазом, я уже говорил об этом. Но
что даже те, кто получили, если они благодарности проявляют, вот этот нимат у них теряет этот нимат. Мы видели очень много примеров, когда люди когда-то, получившие такой нимат, его потеряли. Это из-за неблагодарности Аллаху. И, естественно, дорогие братья, путь тасауфа – это путь любви к наставнику. Это любовь к наставнику, именно тот стержень, который держит мурида на пути тасауфа, на пути ислама, на пути ахляка. Почему так хвалит любовь? Потому что мы знаем, когда человек влюбляется в какую-то женщину, такой же, подобному человеку, он старается угодить, делать все, что эта женщина делает от него. Подарки дарит, расходует, все делает, чтобы эта женщина, чтобы не просила. А если у мурида чистая, такая, ни с чем не смешанная любовь, ради Аллаха, который есть. Если такая любовь у сразу мурида, естественно, этот мурид будет сделать все, что ему поручает его наставник. А наставник, как мы знаем, нам поручает именно то, что нас приближает к Аллаху Субхану ва Тааля. И именно недостаточность любви, недостаточность этикада, убежденности в своем шейхе становится причиной, что мы не достигаем ожидаемых, желаемых результатов на пути тасауф. Хасан Хайдар Радасулу Сиров написал целую книгу, называется «Хулясатуль Адаб». Он на русский переведен. Мурид должен эту книгу читать, должен. Потому что там он перечисляет, какие адабы должен мурид соблюдать в отношении своего наставника. Касательно из этих адабов, которые нас касаются, имеется в виду людей, которые ходят в религиозку. Вы это читали, наверное, все и соблюдаете, но тем не менее мы должны знать. يفسروا الشرك وعمارته سنيات بلي الله سبحانه وتعالى كما هو آخر نخيل كولا الله رئيس حاجة لبس جل وروق حاط يتون أقفل جبر هنيان خد لوجي الله سبحانه الشرك إمامتي الله هذي وتون هاي الله سبحانه تجد هطول هو إنسي سكري أدم الله خدزة الله تفهم كلمة كذا هذا الدنيا تقول الجوبها وأنا بحرافة بقى الكرة دور خلال فوضى باتولد تلك العمارة هذه هي تقول لي كيف تقول لي معرض عن عمارة تلك العمارة الرسل دخل له دور على الصديق ذلك له حساب سؤال رجل له لكسر حق كذب الشنو شرح الكل له كلنيجي بيقومون كلنيجي لا يقولون كلنيجي أدري تخونون حق يزنون حق ينال الوشين هذا الله بيزهو شيء من هذا لتخرب حق جديد لنا هذا عيله تكون كل لغو تمر عن ست عملا أما حقيقة حق كل شيء هكذا الله هذا وصف الدخول كشل عملا ثم قدر الله هسير خلية هسير ولوك جمال خوي وحبيب الله سبحانه وتعالى هذا هو الله سلوكه عرضه يخرج له العسر يعني هنا نكتب تلك عملا تقول هذه الكلاس هذه الدنيا هذه تخرج جمال في عن الحمد خوف من الله رضي القصة قدرتي رجال الحركة بقى ساعة الخبير الله رضي القصة قدرتي يتخرجوا الخطر عمالات يتخرجوا خد الفجر كنت هذا بس هذه مثل الله كله
Ya Allah, Allah sizi ruh bakşaya tuturup ülkeleri gibi. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Hava ukhavda, kilo çehin karma. Sağ çahı çahı, azize bilhin kararı muhabbet. Kilo gayr ruh bakşaya bu. Evaha, çagibuk ulubu, عزعا تقرأنا ويضرب وجههم أما نروح نكسبهم كشربكم تقرأنا ويضربوا كش عمالكم أخير شزعا أخير تقرأنا تقرأكم هذه سيء هذه سيء كله الله يستطيع أخذ شرعي واسع الله شرع شرعي واسع الله. Мы должны понимать, что находясь в этом месте, вот мы должны представить себя, как будто ты находишься, к примеру, в нашем Хараме, рядом с Каабой. Вот, находясь в этом благословенном месте, разумный человек должен воспользоваться полученным шансом нахождения в Хараме и делать все, что его благие деяния увеличивает. Остерегаться от всего, что увеличивает его грехи и проступки. Ибо это в Хараме и благие деяния увеличиваются, и грехи увеличиваются. Точно так же, дорогие братья, не точно так же, пример этого. Находясь в этом месте, как нам говорил Абдуллах, 21 день, один раз в неделю, мы должны воспользоваться этим шансом. Для нас, для мурида, образным Каабом является наш наставник. Это недословно, конечно, недословно принимать нельзя. Образно говоря, для нас, как Каабы, куда мы должны направлять свой взор, свои мысли, свою любовь, свой интернет, это наш наставник. Поэтому, находясь тут, рядом с ним, мы должны об этом не забывать. И стараться себя вести именно подобающим образом. Не тратить эти благословенные минуты на ненужные разговоры. Мы знаем, что Аллах в Коране говорит: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, я айюхаллазина аману ижтанибу касиран мин аль-занни, инна ба'да занни исмун, ва ла таджассасу, ва ла яghtab ба'дукум ба'да, аюхиббу ахадукум ан якула лахму ахиhi майитан факарихтумух». Садакаллаху аль-азим. Аллах говорит: «О верующие люди, ижтанибу касиран мин аль-занни, остерегайтесь многих предположений». В наше время очень много слухов, разных разговоров мы слышим, особенно через интернет, и опираясь на эти слухи, у нас возникают сомнительные предположения о наших братьях. Аллах говорит: «Ичтанибу касиран мин аль-занни». Остерегайтесь большинства многих предположений, потому что большинство из этих предположений греховные. То есть, то, что нам рассказывают и что есть на самом деле, они отличаются. И поэтому мы можем предположить о чистом человеке плохое мнение. Вала таджассасу, также вы не ищите недостатки своих братьев, не ходите за их недостатками, не будьте шпионами, которые шпионят за своими братьями. И также вала яghtab ба'дукум ба'да, вы не сплетничайте, находясь за спинами своих братьев, не говорите об их недостатках. Если я говорю о недостатках братья, которые мне не нравятся в его отсутствии, это называется рибатом. Рибат говорит о том, что есть в нем недостатки. А если я говорю то, что в нем нет недостатков, это бухтан. Оба являются запрещенными грехами. А если я говорю то, что в чем нет ни вреда, ни пользы никому, ни для твоего ахирата, ни для ахирата другого, ни для твоего дела, ни для другого человека, это называется маля-яни. Ненужные разговоры, которые не приносят пользу ни для ахирата, ни для дела. Поэтому, завершая то, что мы начали насчет адабов, мы долго не будем говорить, у меня к вам вот такое обращение, дорогие братья. Находясь в этом месте, чувствуйте себя, как будто вы находитесь в Хараме, рядом с Каабой. Ведите себя так же. Занимайте свои уста благим. Говори благое, либо молчи, как в хадисе говорится. Как наш Худяев сказал, наш конец мы не знаем. И не знаем, с чем мы умрем и с чем ахират пойдем. И не знаем, сколько людей там нас ждут, которые готовы отобрать у нас благие деяния.
Поэтому нам следует, особенно в таких благодатных местах, занимать свои уста, свои сердца именно поминанием Аллаха Субхану ва Тааля. Зикру, как мы говорили, урок наставнику, почему очень важна? Потому что любящий наставника, он делает адкари, как его учит наставник. Зикру это именно то, что вселяет в твое сердце любовь к Аллаху. Хасан Афанди говорит, зикру амир хабани Аллаху зикру вот расмат хараджа матлуху гиабили. Чем больше ты поминаешь Аллаха, ты больше его любишь. И чем больше ты его любишь, тем больше ты следуешь его предписаниям. Поэтому я завершаю, дорогие братья, говорить больше не буду. Вот завещание, которое нам делают наши знающие люди, наши наставники, находясь рядом с устазом, все время старайтесь быть в хузуре, занимать свои уста и сердца, и либо именно тем, чем доволен Аллаху Тааля, и остерегаться от ненужных разговоров о суммных местах. Пусть Аллах нас защищает от вреда этого мира ахирата, и чтобы Аллах Тааля нас наделил баракатом нашим наставникам, и пусть Аллах Тааля прощает наши грехи и наших наставников. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Так как сегодня мы здесь собрались, как старший у нас Абдулла сказал, эти люди, которые ходят сюда на хидмат, и всячески стараются соблюдать адаб и давать шукру Всевышнему Аллаху. Вот даже не могу найти определенные слова, которые бы мог выразить и выявить свой шукр этому ни'мату. Тарикат, как в книгах пишется, это наука, которая выводит человека из той пути, который следует за нafsom, направляет его туда, ту дорогу, где Всевышний Аллах остается им довольным. Тарикат это то место, где усовершенствует наш шариатские деяния. Например, человек может совершать намаз, держать уразу, ночью вставать, совершать таджуд намаз, а также другие хорошие деяния, но при этом, если у этого человека есть как-то показывать другим, что, мол, он этим занимается, то здесь на помощь к нему идет тарикат. Тарикат его учат, чтобы все эти деяния, чтобы он мог сохранить, чтобы там не было показухи, не было, чтобы такого кому-то показать. Вот к этому пути, той пути, где этот человек сделал ему ибадат, чтобы не испортил, как раз к этому призывает тарикат. Тарикат призывает, чтобы он занимался над собой, чтобы он был терпеливым, чтобы все, что он совершает, он чтобы совершал ради Всевышнего Аллаха. И как-то, если вот так посмотреть, вот суть этого тасауфа, вот каком ни'мате мы живем, вот если историю посмотреть, особенно вот, в Индии, Пакистане, а так в Малайзии, Индонезии, в других местах, большинство вот, причин прихода ислама к этим землям, это, говорит, послужило люди тасауфа. Вот известный вот, индийский ученый Хасан Надави в своей книге, где пишет про тарих, пишет следующие слова, вот смысл. Я говорит, могу с уверенностью сказать, если бы вот в Индии и в Пакистане, этих местах не были бы тарикатские люди, то христиане и буддисты, говорят, все занимали, говорят, наши места в Индии, и ни одного исламского человека, мусульмана там не осталось. Говорят. Вот такой баракат бывает вот, тарикаты. А также большинство Северной Африки, а также Южной Африки, вот, причиной прихода ислама были, говорят, исламские торговые люди. Из-за их честности, из-за их справедливости, за то, что они очень справедливо общаются там и в торговле, и в делах, они, увидев их хороший, благой нрав, они, говорят, приняли ислам. И даже пишется, вот один из дават людей, вот когда, говорит, мы
ходили по Африке, каким бы местам ни приходили, всегда, говорит, нас опережали, говорит, люди тасаввуфа. Эти люди, говорит, уже дошли до этого места, уже они, говорит, сделали свою работу. Поэтому баракат этого тасаввуфа, вот мы, наверное, те люди, которые там не видят, вот, но в общем тарихе, когда смотрят, это очень баракатная вещь, это тасаввуф. Итак, вот для этого вот, нынешний наш временный пример, вот Сайфуллах-Кадир, вот из Асирова в своей книге Мактубат пишет следующие слова. Он во многих местах бывал, и по России, и в Турции, и в других местах. И в это время он говорит, где бы я ни находил, но говорит, я не нашел так прекрасно, так следуя за всем параметрам шариата, исполняющий, вот, делающий шариат, как в Дагестане. Я думаю, что причиной этому стали наши имамы, имам Гази Мухаммад, имам Хамзатбек и имам Шамиль. Баракатом этих людей у нас в Дагестане остался шариат в таком чистом первоначальном виде. И мы все знаем, вот именно откуда это дошло баракат. Они были последователи Нахшубандийского тариката, их наставником был Мухаммад Уль-Яраги и Джамалуддин Умоки. Если дальше посмотреть, вот в советское время, после Хасана Афанди Кудиса Сируху, до сегодняшнего дня тоже, когда были закрыты все мечети и медресе, когда не давали совершать намаз, исполнять шариатские обряды и так далее, единственными людьми, вот, которые утром и вечером понимали, упоминали Всевышнего Аллаха, делали истигфар салават, это были тарикатские люди. Это были люди шазилийского тариката, Нахшубандийского тариката, баракатом той ветви, которая дошла до сегодняшнего дня от Ахсана Афанди. Эти люди, из-за их людей, из-за баракат этих людей, то, что сохранилось у нас в Дагестане, религия, это их баракат. Поэтому утомлять вас не стану. Вот, понимая важность этой науки тасаввуфа, понимая тот немат, в котором мы сами находимся, который мы владеем, это значит, надо его держать. Как вот Абдуллах уже сказал, если мы этому немату шукру не будем делать, Всевышний Аллах у нас отберет. Отберет и на место этого нам отправят другого, который бы, вот, как наши алимы забрали, как наказание, как Абула Азаб, вот так будет наказывать нас, если мы этому немату шукру не будем делать. Поэтому мурид, кто такой? Мурид человек, который работает над собой. Мурид с кем-то на полемику не идет, с кем-то он не спорит. Как-то он вошел, они спросили, не расскажешь ли ты нам, как ты мог достигать это такие высокие уровни тарикаты? Он сказал, я говорю, это высокий уровень тарикаты не достигал за то, что у меня много ильма, за то, что я много разговариваю, я говорю, достиг его из-за хорошего, чистого сердца. Никому, говорит, я зависть не держал, не сплетничал за спинами других, всегда, говорит, дал предпочтение своему брату мусульманину. Вот из-за этих хороших нравов, говорит, я достиг этих высоких уровней, имеется в виду тарикаты. Поэтому васият, как бы сказать, да, вот делайте шукр тому нимату, который у нас сейчас находится, мы имеем, и делайте то, что устав вам делал добросовестно, ради Всевышнего Аллаха. И споры, полемики и так далее, это все оставить в сторону. И если вот так мы будем вести себя и будем делать ради Аллаха все то, что мы делаем, иншаллах, у нас будет и баракат, у нас будет единство. Да, чтобы у нас у всех мусульман было единство, понимание друг друга, удовольствие Всевышнего Аллаха, шафа пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, и никогда не покинет нас баракат наших больших валиев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Слава Всевышнему Аллаху за то, что нас Всевышний собрал в этом маджлисе, собрал за таким богоугодным деянием, которым вы занимаетесь. И сегодня, как не могу не затронуть наши современные реалии. Времена очень сложные, времена немного смутные, и я бы призвал, чтобы
когда наступило такое время, когда кто-то начинает хмурить лицо, как же нам сегодня самим быть? Потому что мы можем стать как маятник, который способствует раскачиванию маятника фитны, или мы можем быть людьми, которые с одной, с другой стороны не поддерживают раскачивание этой фитны. Чтобы такими не становиться, чтобы во времена фитны тот, кто разжигает фитну, надеется на обратную реакцию, которая помогает этой фитне еще больше раскачиваться. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла яхиллю лимриин муслимин ан яхджура ахаху фаука таляфин». Мусульманину недозволительно разрывать отношения со своим братом-мусульманином более 3 дней. 3 дня нас тоже посланник Аллаха понимает, дает нам 3 дня только, чтобы немного позлиться, но спустя 3 дня далее пророк говорит: «Ялтатаяни фаюриду хада ва юриду хада». Они оба встречаются друг с другом, один отворачивается и другой отворачивается. Нам ведь эта ситуация сегодня знакома. Лично мне такая ситуация знакома. И посланник Аллаха говорит: «Вахайрухум аллади ябдау биссалям». Лучшим среди этих двоих является тот, кто первым дает салам. С нами не хотят здороваться, вы здороваетесь, вы спрашиваете. С нами разрывают родственные узы, вы их поддерживаете. Вот такова наш подход, вот такой. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ляйсаль василю биль мукафии». Поддерживающим родственные узы не является тот, кто ответ поддерживает их взаимностью. Поддерживающим на самом деле родственные узы является тот, кто их пытается сохранить, даже если их пытаются разрывать. Поэтому, если нам хмурят лицо, мы в ответ улыбаемся. Если нам не дали салам, мы салам даем. Если с нами хотят поссориться, мы стараемся, невзирая ни на кого, родственник он, наш брат он, мы этому человеку будем относиться по-доброму. Только таким образом можно погасить эту фитну. Аллах, я хочу сегодня к тебе прийти на чай. Не надо неприятных разговоров поднимать. Говорите только о хорошем, о добром. Вот таким образом ломать хребет той вражды, которая хочет распространиться среди нас. Поэтому всякий раз, когда кто-то жаловался, приходили к устазам, они что, ты подумай, говорит, какое доброе дело ты в ответ ему сможешь сделать. И это очень сильно работало. Поэтому давайте мы будем олицетворять настоящее лицо тариката, нашего устаза. И потому что если мы станем причиной провокации там, и так далее, мы тем самым, будучи как бы делая хидмат своему устазу, как бы охраняя, как говорится, его покой, мы еще хуже можем сделать. Поэтому мы не будем поддаваться на провокации, наоборот, мы будем стараться поддерживать мир и согласие. Как в Коране сказано, один из сыновей Адама был плохим, другой был хорошим. И когда, говорит, наступят смутные времена, посланник Аллаха говорит: «Кун кахайри ибнай Адама». Ты будь был лучший из 2 сыновей Адама, который сказал: если, о мой брат, если ты протянешь руку, чтобы меня убить, я в ответ, чтобы тебя убить, свою руку против тебя не протянул. Дай Аллах, чтобы Всевышний сохранил наше братство, нашу любовь между собой, и чтобы Всевышний Аллах дал нам тауфик, поклонение Всевышнему Аллаху. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Alhamdulillah, Allah толгорестуе Богу. Токал ниъмат халгитлон ниж қоду харун ругу. Удия бро хилбитсун бетсинаб амро хабун аманат вазилхун толгу халк бижун Богу. Хириеб дургу калам киннезегу ам хабун хелдиналде ахизе илчиза бишун ругу. Адами дасан qarab Habib asteshveze an haqqal dur Rasul azul silsila qotun heju. Salat kun salam tegi khiriya Ahmadida. Ahlu ashab zabazdat olgu tabi'inazda. Ahaya sun shariat ummat hatlibitlaral ahlu zahir gumbat in olgu ulama azda. Ilmu talab habulil talibina zulquqa. Torit edutsa khaliq khiriya sunu khalda. Khiriya dinul Islam bosse anish habural shvezare muradalde durgu falburel dahlum.
Allah Rahman Mun Rahim Helmi Ashul Bit Erhan Helun Dukhe Wacharam Chogedut Sadunginak Chogoya Hardukhan Hunar Hej Evdun Faqir Rizq Ibadat Habun Have Allah Wakhiz Hardukhan Naqvit Ulebt Abiatur Hej Elu Have Allah Diege Rahmatashu Buta Bit Arab Tariq Alde Orit Egidur Hidal Dungi Ahya Karim Kumala Azundukhti Kinalgo Hukma Bazul Hakim Gimungo Hidal Hasrat Berhun Sharadun Pashman Hawgi Allah Shafa'at al-Iznot Lulugi Mungo Hidal Dida Kurshil Habigi Murshidastit Amunte Dir Chorkhol Aib Bihun Azab Dutsatlunani Ankra Borkhazu Irga Insanas Teshilaru Shibab Dir Munahri Kundan de Jazahabuni Jujahasul Ayatle Tsulun Kele Dir Lugbal Dur Ni'mat Hazdidan de Dir Ibadat Busani Asigun Fasiqasu Ismudi Haqlila Lik av amaldan bit un dutsa ujrat unani didasa fasiqochi qawmasulwatilaru Dir khadi alderi qon razilti durbuguni didasan basiriyavchi rusabat vijilaru Jahlu alderi qarab taqsir dutsa havuni didasa haq imerav adangu ukinaru Amal hej eb ilmi yal alimgi halaqsulin azan Allah bit erhan heb umru halal dasa علم هج أو جاهلجي كاملون وقنارين كومك هبيدر الله دين الإسلام بيجيزه برازول نور سنيان سيرم بالهني صفات ليزك الله ريك أدول تقوى الله أحمد الطريق أشلو بود أدول هون واتشدون جلو حازو حق راز دورتلو قويل سرداز درات مسافر بو خنانيجي ووجب بطولاري واتيت أدو بترهن تهاي السول شرع السول شولية بحبل يلدا شو هبيدير جراك دوش محبة سكين حسن الخلق كامل ثلب كران ثرق أقول ثلب لا إله إلا الله شو الخلق خدي ذهبي هداية حصل ثلب حبيب الله وخلب خيرية بصلاة ثلث صحبة سكين هبي سكون كرام مناهل شوريزي دارو ثلب دود استغفار هبي هوين هبي متصلي هررم قبول هبون قبول هب توبة قتلون قوي العدد ونب عمل سوري ذهبي صلاة السلام في الله نجر الله رقصت إنسان سمت صلى رخصة حلق الله حبوب وخنت الله أمتك خسر هبون هسو أدم هجو هدين نشخدينك مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدي بصلاة السلام في الله خلق الله خيرية ودو الحبيب أحمد يا ربي برسن حبيب سوخب روح وإن المحز دلهم صلاة السلام عليكم يا ربي رزق الفنتلي حبيب سول شفاعت هم نجير مجلس الدادن دي ترشنس آمين الله يا الله آمين الله يا الله آمين الله يا الله قبول حبيبي در